Доброе утро, ребята! Сегодняшний наш день начинается с чтения книги. Да, 6 утра. Ни свет, ни заря, я уже вам снимаю вложик. Дошла до 269 страницы, считаю должным сказать это, потому что мое видео включает и книжный влог. Люблю смотреть на рассвет. На самом деле бывают дни, когда намного красивее, прям розовый, нежные, такие пастельно-голубые цвета, и желтый, конечно. Здорово. Ну, прохладно на улице, да, чувствуется, это прям и не видно. Так, сегодня у нас легкая форма завтрака, это вот арахис и печеньки, то паприкой люблю, очень вкусно. У меня появился неэстетичный прыщик, и мне его срочно нужно будет убрать. А для этого что мы делаем? Берем перекись водорода. Такой безболезненный способ убить бактерии, которые могут попасть именно в процессе того, как я его буду убирать. Я прям так сильно не ковыряю, но оставлять это все тоже нельзя. Выглядит не очень, не хочу так ходить. Доброе всем утро. Утро пораньше нанесем маску, чтобы привести в тонус кожу нашу. Так, сейчас мы позанимаемся спортом, потому что все мое тело, оно болит, когда я не занимаюсь спортом. Не добавляю сегодня гимнастику, вместо нее мы немножко побегаем. Надеюсь, получится у нас побегать. На улице в целом тепло, почему нет, почему мы не выходим, дома скучно, надо выходить. Это мой девиз по жизни. Меня жжет лицо. И надо в виде ментола, что ли, есть в составе ментол. Так, изрядно жжет, прям чувствуется. Она точно в тонус придет после такого. Кстати, вот то, что я сегодня натворила. Да, это вообще трогать не стоит. Но она была такая белая, такая мерзкая, прям, не знаю, прям захотелось. Руки чесались, не знаю. Ой, жжет. Когда я одеваю спортивную форму, я себя чувствую в форме и хочется заниматься сразу. Или может потому что здесь все открыто, и я сразу вижу свой жир, и хочется его убрать. Я, кстати говоря, часто вместо обычной разминки, да, вначале могу просто включить любимую песню и танцевать. Это тоже хорошо разминает тело. Короче, делает все то же самое, что и обычная разминка. Если вы тоже, да, устали от обычного начала ваших тренировок, то начните с хорошей такой веселой песни. Это даже повлияет на ваше настроение на весь день. День начинается с хорошей ноты, а хорошая нота появляется у нас тогда, когда мы в хорошем настроении, а хорошее настроение появляется тогда, когда мы слушаем хорошую песню. Гениальное заключение. В общем, попробуйте тоже. Это весело. Насте Каменский мне нравится то, что все ее занятия сопровождаются такой заряжающей музыкой. Ее же музыкой. И после моей странной зарядки мы приступаем к самой тренировке. Я стараюсь чередовать эти упражнения, нахожу я их на ютубе. Создайте свой идеальный плейлист и меняйте, чередуйте ваши упражнения, потому что мы люди, и нам бывает иногда скучно и надоедает одно и то же. Я покачала только пресс. Сейчас я на беге выложусь на все 1000. Бегаем мы сегодня вокруг одного микрорайона, 1345 шагов. Посмотрим, что выйдет после. Там буквально 2,5 километра. Для начала нормально. — 4256. Я забыла, что у меня вообще сегодня физра есть. Пришлось идти домой срочно. Начинаем готовиться к съемке. Берем мною обожаемый штатив. Кстати, большую часть всех своих видеороликов я на него снимаю. Дает мощный свет. Прям то, что надо. Нам понадобится. Здесь я химичу и делаю себе идеальный тон, потому что
Пока еще не нашла тональника, который бы подходил мне точь-в-точь под цвет моей кожи. Добавляю от Yves Rocher и коллаген Enough. Я включаю только кольцо и заряжаю телефон. Бывали случаи, когда все выключалось прям в разгар съемок. Все, я закончила снимать, получилось вот так вот. Напишите в комментариях, как именно оцените от 1 до 10. Сейчас это модно. Много где вы можете встретить вот такие стрелки у моделей, там. Мне уже пора выходить, поэтому мы собираем все наши вещи и уже выходим. Поехали. Привыкла с собой брать электронную книгу. Бумажная не совсем удобная, когда тем более ты ездишь в общественном транспорте. Берем мой рюкзак, он уже готов, там все необходимое уже есть. Камера, книга, ключи, наушники. Мне написали, сказали, что начнется в 2:30. И у меня есть еще в запасе полчаса, поэтому уберемся здесь, наверное, да. А то родители увидят, придут, выкинут мою косметику к чертовой матери. Села, отметила все важные мероприятия на следующую неделю, появились новые события. И чтобы не забыть, я сюда все записываю. Мелкие дела в приложении. Вы вместе со мной во влоге видите, как я все это отмечаю, да, мелкие дела. А вот покрупнее какие-то встречи важные, съемки, то сразу сюда записываю. Блин, мне так понравилось. Еще бы вот это вот волосы брать, вот эти маленькие, вообще идеально. Я думала, будет слишком ярко, вызывающе, но нет, знаете, это даже, не знаю, я бы так и в повседневной основе ходила, такой стрелочкой. Она такая прям тонченная, такая, прям хочется разглядывать ее. Со стороны мой хвост смотрится как хвост крысы. Оделась я легко. На улице 11 градусов, поэтому можно. Берем с собой наушники, ключи, сюда, чтобы потом в рюкзак не лазить. Офигеть, сработало! Берем зубную щетку и вот так вот расчесываем для тех, кто хочет убрать свои мини-волосики. Смотрите, ни одной нету. Ну, здесь его чуть-чуть. И все, она держится. Кстати, не знаю, чья это щетка была. Все, я на месте. Здесь вот где-то рядом пойдет. Мы пришли в студию, TikTok-студия. Там все оборудовано именно так, чтобы можно было удобно снять вертикальное видео. Все, мы пришли, здесь очень красиво. Кажется, все это включается, да? Эти все линии. Классно смотрится со стороны. Будете тиктоки снимать? Дети готовятся. Мне здесь надо камеру, все это подготовить, технику. Думала, что здесь будет все по-другому. Думала, подлиннее помещение. В общем, все кольца включили. Ба, ребят, смотрите, как здесь классно. Все таким неоновым цветом. Вначале мне показалась какая-то пустая комната, очень скучная. А сейчас себе в комнату точно так же хотела вот этот вот цвет. Такие диски, Polaroid. Раньше есть же в 90-е, 80-е. Все подростки так клеили, себя вклеили. Самые модные девочки. Все, мы уже выправляемся, все отсняли и здесь пофотались, везде пофотались. И сейчас пойдем в другую студию. Как тебя зовут? Да. Сколько тебе? 10. Какой ты красивый. Да, получается у тебя?
Потом другой рукой. Ага. И вот так вот. Да. У нас будет продолжение съемки, только мы будем снимать уже не детей, уже подростков и постарше. Так, мы сели на такси. Надеюсь, я ничего не забыла. Приехали в спортзал. Тут у нас будут съемки, оказывается. Вот здесь спортзал. И сразу зал для йоги. Здесь все снимем. Дети и взрослые готовятся. Там они репетируют походку, дефиле. А я тут с вами. Съемки все закончились. Собираемся. Ура! Всё, я вышла, столько было фотосессий, столько тем, тематик. Я очень устала, очень и голодная. Пешком пойду домой, потому что нужно прогуляться. Вы часто гуляете? Как появляются возможности, я сразу иду пешком. Пороговые 9000 выполнены. Пришла домой, сразу же покушала, легла спать. Как проснулась, взялась снова за книгу. Я дошла до 306 страницы, и просто эта книга раскрыла мне глаза. Я узнала много интересных фактов о религии, а именно в большей степени о христианстве. Я сижу сейчас с открытым ртом, и вся информация, которая до меня дошла, я еще ее не переварила, не могу поверить. Ну как так-то? И давайте вместе посмотрим на наш список и отметим сделанные нами дела. Мы сегодня большие молодцы, большую часть дел и самые важные мы сделали. Ну а на этом все. Спасибо тебе за просмотр. Поддержи это видео лайком. До следующего видеоролика.